Теперь поговорим вот о чем. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Устоит тот, кто изменится. Эти слова Райниса отражают суть стратегии дальнейшего развития общественного вещания здесь, на Латвийском радио и на Латвийском телевидении, которую накануне представили коллективом представителей правления вещательной компании. Перемен обещано многое, и, пожалуй, самое обсуждаемое на данный час, на это утро, заключается в том, что с 1 января следующего 2026 года наш канал больше не будет звучать, проще говоря, в диапазоне FM, в обычном радиоприемнике. Русский контент Латвийского радио 4 LSM+ уходит в интернет. Как это будет происходить, это и многие другие важные подробности узнаем у главы правления LSM Бaibai Zuzainej. Она наша утренняя гостья сегодня. Доброе утро, Labrīt. Labrīt. От первого лица. Скажите, что лично для вас означало и означает это решение? Насколько просто было решиться на этот шаг? Emocionāli noteikti tas nav viegls lēmums, jo šīs pārmaiņas būtiski ietekmēs virkni kolēģu, kas līdz šim ir veikuši patiešām lielisku darbu, darījuši to atbildīgi. Vienlaikus mēs redzam gan to, kā mainās mediju vide, kā mainās veids, kā saturu lieto, citas starpā arī mazākumtautības, arī tie cilvēki, kas saturu patērē krieviski vai patērē krieviski un latviski. Tādēļ, jā, mēs pieņēmām lēmumu par jaunu pieeju satura вейдошиной криоволода, свешволодас. Итак, как вы только что слышали, наша собеседница признает, что эмоционально это далось нелегко, потому что это целый комплекс вопросов, связанный с персоналией, с конкретными людьми, и самое важное, с трансформацией и содержания. Об этом мы тоже поговорим. Скажите, вы ощущали политическое давление? Nē, es teikšu, ka nē. Protams, es sekoju līdzi tiem viedokļiem, kas izskan no politiķiem, un tie viedokļi ir ļoti dažādi. Vienlaikus ne tieši, ne netieši šādu spiedienu es jūtusi neesmu, tādēļ es gribu teikt, ka piedāvātā stratēģija ir valdes izstrādāta, tas ir atspoguļo valdes viedokli, vienlaikus, protams, balstās mūsu padomes, SEPLP, izveidotajā gaidu vēstulē par to, kādam ir jābūt mēdījam pēc 2029. года, пēc там, как стратегия реализация. То есть, по сути, политического давления не было, но глава правления общественного вещания внимательно следила и продолжает следить, да и наверняка придется и далее следить, да, за тем, как общество, уже упомянутые политики, депутаты Сейма на это будут реагировать, потому что продолжение, как говорится, следует. Итак, мы уже обозначили главную суть этих перемен. Интернет вместо радиоприемника. Но согласитесь, госпожа Зузана, что уже сейчас тот же LSM+ в интернете предлагает богатый, насыщенный информацией всесторонний контент, тексты, аудио, видео. В чем суть этих перемен? Видите ли вы, что будет на выходе 1 января 2026 года? Tā galvenā maiņa ir tāda, ka mūsu jaunā pieeja balstās uz vienotu satura veidošanas procesu. Jeb citiem vārdiem sakot, satura veidošana netiks dalīta pēc valodu principa. Mēs veidosim tādu sistēmu, kur mēs stāstam par notikumiem, par dažādām tēmām, vienotā redakcionālā ietvarā, kur apmēram 2/3 no satura būs tādas, kur no latviešu valodas saturs tiks adaptēts svešvalodās, un viena
trešdaļa tāda, kas būs svešvalodās veidots oriģināls saturs. Kāpēc mēs to darām? Mūsu mērķis ir vienota sabiedrība, kas dzīvo vienotā informatīvā telpā, un šis ir viens solis šajā virzienā. Итак, главная цель, еще раз повторила госпожа Зузана, это единое общество, и эта концепция будущего вещания ставит перед собой и такие задачи, но говоря о новом подходе к контенту, особенно на русском языке, он будет заключаться в том, что впредь не будет разделения по языковому принципу, то есть 2/3 этого содержания на дигитальных платформах это адаптация латышских продуктов, быть может, которые ранее и не присутствовали на том же самом ЛСЭ в нашем эфире по разным возможностям. Ну, а 1/3 это оригинальное содержание. Но ваша коллега Ева Айла уже накануне говорила, что для многих, быть может, стало таким интересным фактом, что в отличие от латышской аудитории, русский зритель, русский слушатель, русский читатель, он более активно пользуется соответствующими гаджетами и больше потребляет информацию на этих дигитальных платформах. Но в том числе и это особенность нашего канала, что значительная часть нашей аудитории это люди в возрасте, чего скрывать, 65 плюс и так далее. И это те люди, которые, мягко говоря, очень даже на «вы» с интернетом, с гаджетами в целом. Считаете ли вы, что это большая проблема и что в итоге какую часть вот этой аудитории ЛСМ потеряет? Runājot par digitālajām prasmēm, jāsaka, ka es negribētu, ka mēs pret mūsu vecāko auditoriju izturamies ar šādu varbūt aizspriedumu, jo aizvien vairāk arī vecākās auditorijas sāk lietot internetu, un jāsaka, ka gan uz Eiropas, gan globāli salīdzinot Latviju ar to, kā mums ir pieejams internets, mums gan drīz, mums faktiski 95% no Latvijas ir pieejams ātrs internets, par to mums jāpateicas mūsu tehnoloģiju uzņēmumiem. Bet jā, ir iespējams, ka īstermiņā kādu daļu no mūsu klausītājiem mēs pazaudēsim, to mēs izslēgt nevaram. Vienlaikus mēs skatāmies nākotnē, un blakus šim valodu jautājumam es gribētu atgriezties pie tā, ka tas, ko rāda pētījumi, ka daļa no 15% apmēram, daļa no mazākumtautību Latvijas iedzīvotājiem, viņi saka, ka viņi nelieto sabiedrisko mēdīju tādēļ, ka viņi neredz sevi šajā mēdījā. Viņi neredz, ka mēs stāstam par viņu dzīvi, par viņu varbūt izaicinājumiem, par viņu problēmām, un tas ir vēl viens iemesls, un tas ir vēl viens mērķis šai mūsu jaunajai pieejai valodu vadībā, ka mēs vēlamies vairāk atspoguļot šo Latvijas dažādību. Jo mēs tiešām ticam, ka tas ir mūsu spēks, dažādība, dažādās kopienas, dažādas interešu grupas, регионы, он тādēļ arī То есть это тот тезис, о котором вы накануне рассказывали и коллективам журналистов, то, что эта часть общества будет активно вовлекаться в основной продукт вещания на государственном, на латышском языке. Но я вкратце перескажу, это очень важный тезис, с которым вы только что выступили в нашем эфире, что не следует смотреть на людей в возрасте через призму стереотипов, тем более, что и они все более активно, отмечает наша собеседница, пользуются гаджетами, интернетом, и особенность латвийского государства в том, что прозвучала такая цифра 95%, это доступный, быстрый интернет. И да, действительно, в какой-то краткосрочной перспективе часть этой аудитории может быть потеряна, но время идет вперед, и общество тоже идет вслед за развитием этих технологий. Но еще одним важным моментом, в том числе и концепцией будущего развития общественного вещания заключается в том, что сегодня часть латышей не смотрит, не слушает, не читает тот же ЛСМ. Почему? Потому что, откровенно
откровенно говорит социологам, что не видит себя в этом контенте, в этом содержании, не ассоциирует себя с ним. И это будет очень большой вызов и для правления, и для коллектива общественного вещания вовлечь эту аудиторию. Вполне ожидаемо, вот этот новый подход вызвал противоположные оценки от того, что наверняка вы тоже читали вчера комментарии в интернетах, что пишут пользователи на нашем Фейсбуке, что одни говорят, что это реальный шаг к интеграции общества, созданию единого общества, что это надо было делать давно. Другие подчеркивают, что это приведет к изоляции. Какой сигнал, месседж новый ЛСМ дает тем, кто говорит и слушает на русском языке? Es palikšu pie tās savas domas, ka vienota pieeja satura veidošanai, nedalot mūsu sabiedrību pēc valodu principa, kādā tiek viedot mēdī, ir solis ceļā uz to, lai mēs ietu uz vienotu informatīvo telpu un arī uz vienotu sabiedrību. Un neko daudz vairāk kā piebilst tam, ko jau es teicu, ka jā, paies laiks, kamēr mēs līdz šim tiksim, bet es uzskatu, ka tas ir pareizais solis. Vienlaikus visticamākais šobrīd ir tāda auditorijas daļa, kura nevēlas iet šajā integrācijas virzienā, un tāda vienmēr būs, bet mana kaut kāda daļa, ja? Bet mana pārliecība ir, ka ar kārtu lielākā daļa mazākumtautību vai teiksim, tā auditorijas daļa, kas pārsvarā ikdienā lieto krievu valodu, ka viņiem ir vēlme, lai mums ir patiešām vienota, spēcīga valsts, kurā mēs visi dzīvojam draudzīgi un visi vēlamies vienu, ja, dzīvot спецīgā, vienotā sabiedrībā. Как говорит госпожа Зозана, действительно, что тут скрывать, будет часть и такой аудитории. Но очень важно то, что она снова повторила, это единый подход к содержанию, который не делит аудиторию, пользователей, зрителей, читателей и слушателей по языковому принципу. Это важно, отмечает наша собеседница, в плане создания единого информационного пространства. Да, это займет время, пройдет время, но это правильный шаг, отмечает глава правления ЛСМ. Латвию часто сравнивают с Эстонией. Схожее общество, схожая историческая ситуация. Но в то же самое время есть и большие различия. У наших соседей 24 часа в сутки. Круглосуточно вещает канал на русском языке ТВ+. Эстонское радио 4, тоже круглосуточное радио. У вас есть ответ на вопрос, чем наша ситуация отличается от ситуации в соседней стране? Man negribētos salīdzināt mūs ar Igauniju, lai gan ir kaut kādas paralēles, ko mēs varam vilkt. Es gribētu atgriezties pie tā, ka mūsu piedāvājums balstās mūsu padomes gaidu vēstulē un arī mūsu pārliecībā, ka šis ir pareizais solis, ko spērt. Veidojot stratēģiju, mēs konsultējāmies gan ar mūsu starptautiskiem kolēģiem, un šeit mums ļoti liels palīgs ir tātad Eiropas raidorganizācija asociācija, EBU. Jā. Mēs bijām pieredzes apmaiņā uz BBC. Mēs konsultējāmies arī ar tādām valstīm kā Gruzijas sabiedriskais mēdījis, kur arī šis valodu jautājums ir aktuāls. Ja citiem vārdiem sakot, mēs patiešām iepazināmies ar pieredzi citās valstīs, un mūsu stratēģijas, veidot mūsu stratēģiju, mēs ņēmām vērā šīs pieredzes, jā, tas bija svarīgi, tā bija svarīga komponente, gan datu pētniecība globāli, Latvijā, un arī pieredze no citām valstīm. Эстония — это Эстония, Латвия — это Латвия. Можно проводить параллели, но тем не менее
Как отметила наша собеседница, то предложение, с которым сейчас выступает правление, вот эта концепция развития содержания, единого содержания общественного вещания основана на установках Совета по электронным СМИ. И очень важно то, что накануне оценивался и всесторонний зарубежный опыт коллег. И в этой связи по поводу куда идти, как идти. У вас есть ответ на вопрос, как вы готовы измерить эффективность этого подхода, его, условно говоря, правильность, и что вы будете считать своим успехом или неуспехом? Datos balstīti lēmumi un ir ar vienu arī no atslēgām jaunajā šajā strateģiskajā pieejā. Tādēļ, protams, mēs sekosim līdzi par to, kā attīstās tendences mūsu sabiedriskā mēdīja satura patēriņā dažādās platformās, radio, televīzijā, digitālajā vidē. Tāpat arī katru gadu tiek veikts sabiedriskā labuma tests, kas ir tas pamata pētījums, balstoties uz kuru mēs redzam, vai mēs sasniedzam šos uzstādītos mērķus, kas attiecas uz uzticamību sabiedriskajiem mēdījiem, sasniedzamību un citiem rādītājiem. Tātad jā, mēs sekosim datiem, un mums ir arī diezgan ambiciozi mērķi uzstādīti kontekstā ar sasniedzamību un ar uzticēšanās rādītājiem. Visticamāk, īstermiņā šie rādītāji varētu pat kristies, bet atkal atgriežoties pie ilgtermiņa, tā es uzskatītu par sasniegumu, ja pēc tam, kad sākumā ir bijis kritums, mēs tomēr novērotu tendenci uz augšu, kad atkal šī pozitīvā tendence atgriežas. Un atslēga šeit ir tiešām, ja sabiedrība ierauga sevi šajā saturā, ka mēs spējam. Это то, о чем вы говорили накануне, выбор номер один, да? Среди потребителя, того, кто смотрит, слушает и читает, соглашается госпожа Зузана, и вкратце подчеркнула то, что реализация концепции будет связана с пристальным изучением рейтингов, данных. И мой последний вопрос связан с еще одной важной составляющей частью этой концепции. Это развитие региональных студий. В будущем они появятся в Даугавпилсе, в Валмере, есть другие, совершенно верно, да, в регионах, то есть быть ближе к своему зрителю, слушателю, читателю, то, о чем говорят наши шведские коллеги, да, когда в свое время гостили они здесь, мне очень понравилась их позиция. Если мы поймем, что наша аудитория находится на Марсе, мы собираем камеры, микрофоны, диктофоны и летим на Марс к нашей аудитории. Говоря о латгальской студии, в чем будет заключаться развитие этого проекта? И когда эта студия заработает, как это будет выглядеть? Jā, mēs ļoti ceram, ka Daugavpils studija sāks darboties jau nākamā gada sākumā. Šobrīd tiek veikti priekšdarbi, tiek veidot satura koncepcija, arī tehnoloģiskā koncepcija, un mēs esam jau identificējuši telpas, kuras varētu būt tās, kur mēs strādājam Latgalē. Bet pamatdoma, tur ir divas galvenās domas. Viens ir tas Latgales reģiona cilvēkiem stāstīt par to, kas notiek Latgales reģionā, un vienlaikus arī visai Latvijai stāstīt ne tikai par to, kas varbūt notiek mūsu galvaspilsētā, bet vēl vairāk iedziļināties региональная saturā jau šobrīd. А есть установка на каком языке рассказывать? На латышском, на латгальском? Mēs runājam par latviešu valodu, par latgaliešu valodu, arī par krievu valodu. Mēs apzināmies, ka Latgales reģionā auditorijas, kas lieto krievu valodu, ir vairāk, sekojoši mums tas ir jāņem vērā. Un šobrīd, kā es minēju, tiek izstrādāta satura koncepcijā, kurā skaidri tad tiks noteikts tieši kā tas notiks, bet tie virzieni stāsti par reģionu vairāk un latgaliešu, kas arī ir latviešu valodas paveids, bet tomēr man gribētos viņu īpaši издалить. То есть людям о людях, о событиях, которые происходят, как нас учили на первом курсе факультета журналистики, на вашей стороне, вашей улице, но и одновременно еще и всей стране. Этот контент на русском и латгальском языке тоже будет распространяться в дигитальных платформах. У вас нет опасений, что именно, и, быть может, мысли, что в случае с Латгалией следовало бы оставить какой-то передатчик, учитывая, что там действительно находится самая наша аудитория в возрасте, учитывая, что насколько доступно российское, белорусское вещание?
Patiesībā sakot, man negribētos turpināt kultivēt domu par to, ka Latgalē nav pieejams internets, cilvēki to nemāk lietot, un tā, jā, iespējams, ir kaut kāda reģiona, kur tas ir pieejams mazāk, iespējams, ir kaut kādas auditorijas, ko var sasniegt tikai ar radio, vienlaikus es tomēr gribētu pieturēties pie tās domas, ko es teicu iepriekš, kā tā vienotā pieeja, bet, kā jau es minēju, mēs šobrīd strādājam pie Daugavpils studijas, pie tātad Latgales studijas, tās satura veidošanas un arī izplatīšanas koncepcijas, un iespējams mēs precizēsim, nevis iespējams, bet mēs precizēsim tuvāk rudenim, kas tad būs tas veids, kā mēs tur strādāsim. Законы физики не обманешь. 4 минуты до конца нашего эфира. У меня последний вопрос. Что вас радует в сегодняшней ситуации? Скажите, вы вчера с облегчением вздохнули после завершения этого собрания, на котором вы озвучили эту мысль и эту новость о том, что линейного вещания LR4 не будет, что все уходит в интернет? Tās sajūtas ir miksētas, viņas ir dažādas manī iekšā. Pārmaiņas nekad nav vieglas, un es ļoti labi varu saprast, ka ir daudz bažu, neskaidrību un daudz lietu, kas mums būtu jāprecizē. Bet, manuprāt, pats svarīgākais ir domāšanas veids, ka mēs esam atvērti pārmaiņām, jo es gribu teikt, ka šī ir iespēja un ieguvums gan mums, kā Latvijas sabiedriskā mēdīja darbiniekiem, augt, mācīties, profesionāli pilnveidoties, jo mēs to visu darām sabiedrības labā, kurai mēs varēsim sniegt vēl plašāku, daudzveidīgāku un vienmēr kvalitatīvu un nozīmīgu informācию. То есть есть вызов, но есть и понимание со всех сторон, и это очень важно. Баиба Зузена, глава правления общественного вещания ЛСМ в студии Домской площади. Напомню, что это, как и многие другие большие разговоры здесь, позднее вы можете посмотреть в видеоверсии на уже упомянутых дигитальных платформах. Добро пожаловать, YouTube, Латвийское радио 4, наш канал. Подписывайтесь, комментируйте. Большое спасибо тем, кто делится в социальных сетях нашим контентом. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Jauku dienu mums visiem. Paldies! Домская площадь. С добрым утром!